Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Я выехала сегодня за ягодами в свою родную деревню Талык. Приехала я собирать ягоды. Вот какая красота у нас. Когда мы были маленькими, мы здесь пасли коров. Вот поле, там начинается лес, везде зеленая трава, так вкусно пахнет, аромат, а там кладбище. А дальше наша деревня Талык, можно говорить Акшишма, переименовали Акшишма. Ягод здесь очень-очень много. Помните, я вам показала, в Стерлибашеве я собирала ягоды. Там, конечно, недолго, но здесь я набирала. Вон какие красненькие. Их здесь очень много. Вот, посмотрите, какая красота. Здесь еще не совсем зрелые есть, спелые. Под травами, конечно, все зеленые. Вот люди ходили, собирали. Здесь траву открыто оставили. И начинают созревать остатки ягоды. Вы, наверное, можете представить, как здесь хорошо. Свежий воздух, немножко ветерок. Конечно, жарко, но не совсем печет. Из-за того, что есть немножко прохладненький ветерок. Собирать ягод было нетрудно. Еще здесь ягод очень много. Я уже приезжаю третий день. Первый день я 5-литровое ведро. Потом 14 июля я не стала приезжать. Забирала я мальчиков. Ходили мы в мечеть. Ходили на кладбище. 14 июля наш трагический день. Не стало нашего отца, моего сыночка. Не было настроения. Я, конечно, в этот день ролик снимала, но постоянно плакала, поэтому я не стала выкладывать. Посмотрите, какая красота! Какие ягоды вкусные, ароматные. Угощайтесь, мои хорошие. Конечно, очень много мух, какие-то насекомые кусащие, оводы много здесь летают вовсю. Я детей привозить не стала, потому что они могут не потерпеть, что кусает овод, мухи, комары тоже есть немножко. Но не стала я их возить. Повезу я как-нибудь их в лес, просто отдыхать, просто погулять. Вкуснотища.
У меня такая привычка, когда я ягоды собираю, не ем. Колоски уже появились. У меня руки красные, видите? Посмотрите, какие красивые колоски. Это, наверное, рожь, я думаю. Посмотрите, красота какая. Поле такое. Большое-большое. Дай Всевышний, чтобы в этом году очень много, пусть будет урожай зерна, картошки, чтобы на земном шаре никто не голодал, чтобы все были сыты. Вот на поле я осталась одна. Все уехали. Время 6 часов. Я тоже сейчас поеду. Я приезжала сюда в 2 часа. Накормила внучат обедом и выехала. Какая у меня машина грязная, пыльная. Здесь дорога такая. Здесь не асфальт. Посмотрите, сколько ягод я сегодня набрала. Это у меня 12-литровое ведро. Здесь есть вон побелее, посветлее. Они под травами лежат. Ну, они мягкие, вкусные. Тоже так же вкусно пахнут. Вчера я ведро собрала и сегодня ведро собрала. А до этого вот такое ведро 5-литровое собрала. Заморозила, измельчила блендером. Немножко сахар положила и в морозильник. Зимой будет очень вкусно. Варенье варить почему-то не захотелось. Ну, может, посмотрю. Этот раз немножко, хоть баночку сделаю. Но когда варишь варенье, витамины, конечно, не сохраняются. Ой, какие оводы летают. Вот они кусают. Вот они какие страшные. Они меня уже кусали. Приеду, баню затоплю. Сейчас, конечно, заеду к сестре. Чай попью. Сестра сегодня утром съездила со своими детьми за ягодами. Она немножко собирала. Долго не может из-за поясницы. Сейчас скажет мне, сделай укол. Ну вот так я поговорила с вами, мои хорошие. Мне стало немножко на душе легче. Кто по мне скучает, наверное, тоже будут рады слушать и увидеть меня. Вон как люди собирали. А ведь они не до конца собирают. Посмотрите, вот откроешь тут. Вот. Все равно остается вот белое. И они созреют. Пока есть ягоды, надо будет собирать. Завтра, конечно, еще не планирую. Посмотрю, не люблю заранее планировать. Посмотрите, какая красота. Вот они. Посмотрите, какие они крупные. Их очень-очень много здесь. Здесь еще можно много собирать.
Вот моя сестра Саймапа. Многие подписчики и зрители моего канала всегда передавали ей привет. Большое вам спасибо. Всегда узнавали, как она себя чувствует. Сестра Саймя и Минзаля. От Минзали вам большой привет всем. Все с ней хорошо. Получает лечение. А вот вам моя сестра, самая старшая. Самая больная. Ага. Как дела? Пока нормально уже, почти нормально. Не очень-то, но хожу, за ягодами иду. 4 раза ходила. Потом болею, лежу, ночью. Потом укол Потом получаешь. укол получаю, потом лягу. Мы ее ругаем, она все равно Все ходит. ругает. Сегодня снаха ругала тоже. Ну, что делать? Желудок уже кушать просит. Болезнь не понимает. Тебе много ли надо-то? Ой, ну, дети приезжают, я им передаю, внуки. Ну Приятно да, же. конечно. Приятно передавать. Я поэтому людям передавать только собираю. А себе-то меня литр хватит на зиму. Потихоньку хожу. Что делать надо? Спасибо. Сейчас привет передаете. Спасибо вам. Хотите узнать, как я? Нормально сейчас, потихонечку. Да, за тебя все Да. переживали. Ну, старость сейчас не радость, но сразу не получится, конечно. Пока еще буду потихоньку каракаться. Куда деваться? Ну вот, вы узнали и увидели мою сестру. Жива-здорова, собирает ягоды. Да, сейчас уже так. Да. Наверное, уже буду. Да, Потихоньку. выздоравливает. Слава Всевышнему. Потихоньку уже. Цветочки у нее цветут. Ой, какая красота. А-а. Угу. Ой, любит цветы тоже. Да. Доброе утро, мои уважаемые подписчики и зрители моего канала. Продолжаю снимать сегодня утром. Вчера было все некогда. Приехала, накормила детей, цыплят, затопила баню. Дел очень много в деревне, вы сами знаете. Поэтому вчера не смогла снимать. Посмотрите, какие крупные. Вот. Ой, какие вкусные, как хорошо пахнут. Сейчас я разложила на стол и буду перебирать самых крупных. Целиком заморожу, а мелких я перемолю блендером и в морозильник отправлю. Будет очень вкусно. Зимой особенно после бани по вечерам. Ну, на этом я свой ролик маленький заканчиваю. Всем желаю здоровья, удачи, благополучия в семье, мирного неба над головой. А внуки пошли у меня в школу, у них практика. Всем пока-пока, до следующих встреч. А вот таких крупненьких я отдельно замораживаю в контейнере.